Более 2000 фотографий героев, отдавших свою жизнь за свободу и независимость Абхазии. Среди них танкисты и артиллеристы, рядовые и офицеры, медсестры и те, кто внес свой вклад, работая в тылу. Каждый из них сегодня снова в строю, но уже бессмертного полка. За каждым из этих портретов своя история, доблестная и трагическая. Я держу фотографию своего дяди, это родной брат моей мамы. Он воевал на Восточном фронте. Я его, конечно, не помню, но то, что рассказывают о нем. Моя мама и бабушка, я считаю, что это мой долг сегодня увидеть его фотографии. Даур Кутарба погиб 1 марта 1993 года в селе Кутол. Единственный сын в семье, он навсегда оставил в сердцах родных неизлечимую рану. Таких историй здесь тысячи. С самого утра у Красного моста собираются родные и близкие погибших в Отечественной войне народа Абхазии и в послевоенный период. Мне тогда было 2 годика, на границе, на работе. Это мой дедушка. Сергея Багапш. Затем по улице Конфедератов, мимо парка Славы и до символа этой победы – сгоревшего здания Совета министров. Торжественное шествие завершилось на площади Свободы. Президент Рауль Хаджимба поздравил всех участников акции с 23-й годовщиной победы в Отечественной войне народа Абхазии. Первое, о чем хочется сказать в этот день, это о доблести и чести тех, кто взял в руки оружие и без страха и упрека отважно бился за каждый клочок родной земли. Вечная память и слава героя. Наши сердца в этот знаменательный день переполняет радость и гордость за то, что мы, объединив свои усилия, достигли освобождения нашей Родины. Ровно 23 года назад над зданием Совета министров был водружен абхазский флаг. Победа досталась республике дорогой ценой, ценой жизни лучших своих сынов и дочерей. Сегодня здесь нашу победу и свободу Абхазию мы вместе отмечаем с нашими сыновьями, которых оживили здесь ветераны Ассоциации инвалидов женщин. Они вместе с нами сегодня отмечают нашу священную победу и смотрят нам в глаза. И мы обязаны во имя их памяти сохранить эту нашу землю. Родители и дети погибших, их братья и сестры посчитали своим долгом принять участие в акции «Бессмертный полк», сказав тем самым главные заветные слова «Я помню, я горжусь, я благодарен». На фотографии мой отец, это Джамбер Гвартик. Он работал комендантом. Это было в Гулярическом районе. К сожалению, при исполнении своих служебных обязанностей он погиб. Конечно, немного и грустно, и обидно, что сегодня нет его с нами рядом. Но я думаю, что он погиб не зря. Для того, чтобы наша республика процветала и шла вперед. На портретах мой сын. И мы их сохраним для 16 дальнейшего. лет, когда ему было началась война, в 17 лет Спасибо он вам погиб. большое. Багмарани после войны. А это при взятии Сухума погиб мой одноклассник. В течение 3 месяцев велась подготовка к акции «Бессмертный полк». Во всех районах республики были открыты пункты приема фотографий, куда каждый желающий мог принести портрет родного человека. Организатором акции выступила Ассоциация женщин-инвалидов, участниц боевых действий Отечественной войны народа Абхазии. То, как нему ветераны должны были это сделать. Возле нас гибли ребята и девочки во время войны. И у меня всегда была такая идея, чтобы организовать, чтобы еще раз вспомнить массово всех ребят, всех не охватишь. И мы решили сделать в этом году акцию «Бессмертный полк». Нам это удалось, но я никогда не думала, что с такой болью это будет связано, с такими переживаниями.
сопереживать с каждой матерью и сопереживать с каждым родственником 3 месяца. Мне кажется, это очень тяжело. Акция «Бессмертный полк» не состоялась бы без поддержки Государственного комитета по молодежной политике и оператора сотовой связи компании «Амобайл». Компания «Амобайл» ежегодно к Дню Победы проводит масштабные акции. Агуала Амта, «Время помнить», Аяйра Турых. Эти и многие другие акции, они несут с собой цель, чтобы все помнили о наших героях. Данная акция, акция «Бессмертного полка», она несет за собой очень важную, очень ценную для каждого жителя Абхазии вещь. Это сохранение памяти. Пока в нас живет память, будут живы наши герои. Это был первый в истории Абхазии День Победы, когда имена всех погибших героев той войны были собраны вместе. Со своими близкими они будто сами прошли по родным местам и своим незримым присутствием напомнили о том, какой ценой досталась эта победа. Надежда Боровикова, Рамо Камкия, Абаза ТВ.